Йоу-йоу, любите ли вы страшные истории на ночь? Лично я очень. И каждый раз, когда приходит моя очередь рассказать байку, я представляю себя стариком, не спеша выкуривающим трубку. Этот образ глубоко врезался мне в голову из-за одного фильма под названием «Сеттах», снятый в 2010 году Евгением Павловым. В описании сказано просто. Это фильм ужасов, основанный на народных поверьях Саха. Итак, фильм начинается с дедушки, пытающимся уложить спать своего внука. Однако тот требует рассказать историю. Дед, недолго думая, начинает рассказ о двух охотниках, один из которых городской, а один местный. Айылга бултур тыабыт көллер барда тыыннагы чилак дииллер. Айына каранын оругун айылга бардым биле. Если вкратце, то дедушка хочет сказать, что природа обо всем знает и все видит. Все твои грязные деяния, маленький грязный ублюдок. Охотники эти заблудились, и во время блуждания обнаруживают охотничий домик. Но местный не спешит туда заходить, так как слышал много нехорошего про эти места. И как рассказывает дедушка, в тех краях когда-то жила ведьма, но даже сейчас там можно услышать женский крик. Убедившись, что дом безопасен, ребята решают перекусить перед сном и договариваются о том, чтобы уйти рано утром. Но вдруг они слышат странный звук. So we finally meet. Эндинда, на самом деле это не вампирша Димитреску, а простая девушка. Мен мунан калдым. Күйі болар болақыны кейрер болар. Местный не удумевает, как она оказалась в такой глуши, но гостья говорит, что живет в соседнем Аласе. Тойым, қантын келін қалды. Мен Аластан Аласка яннан. Атын кеми? Атым Дая. Что, блять? Городской решает зря времени не терять. Кыдаа стой. Бирме хойдабакка хедетпед. Бетте. Билгин тайпакка барып чөпүс бейгит. Блин, интересно, как дед рассказывал об этом внуку. Короче, город дядя чөшелері гыммыт. Он такой. Местный охотник просыпается из-за странных звуков и видит страшное зрелище. У его друга сосут кровь. А мораль истории такова. На охоте думай головой, а не головкой. Следующая история про двух друзей, которые ехали из города в деревню, а по дороге они разговаривали о сексуальном развитии, что ли? Аны скына деле оборот это. Сен көгіттіріп бұлқады. Оттан древнаны халқан выбор хоқта болар қойды. Затем они замечают одинокую бабушку и решают ее подбросить. Максим, қайға бөтті? Бабушка! Құттамады. Мараотта. Барынқар. Так и не дождавшись ответа, они едут дальше. Однако у них глохнет машина. Қада маснава бапа полады. И вдруг один из героев замечает, что на заднем сиденье сидит та самая бабушка.
Hem kadak girdin. Nikolay, mine yine karagın barıtın bilebin. Nikolay, bakın Mustafa'nın kılıfı. Duy dedi. Nikolay, ana kim bilir bu? Bırak Nikolay kale. Kimde hoş? Николай проверяет заднее сиденье, но бабушки там уже нет. Вместо нее Коля находит Дейбир. Кинene batta. Kinene batta. Kinene batta. Kinene bu. После чего бежит следом за ней. А бежит он по всем законам жанра очень долго. Так долго, что попадает прямиком на кладбище. Хоть и бабушка медленная, к тому же прихрамывает, герою не получается ее догнать. Коля решает посидеть и отдохнуть. И только тогда он понимает, куда попал. Это оказывается ловушка. При попытке бегства он возвращается в одно и то же место. Интересный факт. Аналогичная ситуация происходит в Нахара 2, где он также возвращается в одно и то же место. А мораль этой истории такова: не ори ночью на кладбище, заебал. Bilemeler hatta de. Kallan karanlıkta. Baron tuy bappıttı he. Папа калер дери вирус турится ко все. А там папа мне нужен куеди. Ya çay hedi. Следующая история про пастуха, который искал своего же ребенка. И вот во время этого поиска он встречает старца. Старик этот попросил пастуха не идти дальше, так как там плохие земли. После чего куда-то телепортируется. Пастух удивляется, но все равно это его не останавливает. Вдруг, словно мираж, на пустом месте появляется балаган. Пастух, не колеблясь, заходит внутрь и... Да, на самом деле там и находится же ребенок. Герой его вытаскивает и привязывает к столбу. Однако в тот же момент жеребенок исчезает. И как оказалось, жеребенок телепортировался обратно в балаган. Пастух второй раз вытаскивает жеребенка и привязывает к столбу, но он также телепортируется. После третьего раза пастух разозлился. Взяв топор, он начал рубить столб в балагане. И в это время в балаган заходит нечто. И тут я обосрался. Наверное, из-за эффекта зловещей долины. Ведь непонятно, маска ли это. Что тут говорить, меня даже эта херовина пугает. Ну а пастух умер от сердечного приступа. Атоки Эльбипана, Хантемблян, Ким Кепси. Да, мин пиздобол дерганан, во. А мораль истории такова: всегда слушайся старших, особенно если они умеют резко исчезать. Сыкапся. Baron tuy bakkın he. Ох, ты бабам, сыкапся. Tamam. Tamadın mı? Кутамасем. İyice küçük. Küçük kutamadın. Следующая история про... О, папа калля. Hadi bu. İşte doğdu yelik gitti. Tabii ki iyi gidebildi. Следующая история про мужа с женой, которые переехали в новый дом, который достался им по наследству от близкой родственницы. И вот в первую же ночь они слышат какой-то шум. Проверив, мужик списывает все на мышей. На следующий день жена спускается в погреб. И в этот момент дверь закрывается. Kadak bu mundur, mituda gımmatı mı? Ben harttın iniyor. Hadi ben sabah koyma nur butum yamanta kamak ede bede. Devamlı kayabatı mı da? Tukuydu ya. Tevonun bıraktaranlı tukuydu. Oo, canısı kuttalın. Anıska ben kirer uçakka kem sana min kirber. После этого случая они решают позвать экстрасенса. Исследовав дом, экстрасенс находит аномальное место. Им оказывается тот самый погреб. Увидев странное явление,
Она советует им сегодня в этом доме не ночевать. Но мужик отказывается и остается один. Ночью ясновидящей снится кошмар. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! И отсюда ей становится ясно, что творилось в этом доме. А в это время мужик слышит шум дверцы погреба и решает туда заглянуть. Жена незамедлительно возвращается домой, а экстрасенс объясняет, что в этом доме произошло убийство и нужно вызвать милицию. А мораль этой истории такова: подвал надо всегда закрывать на ключ. На этом истории деда заканчиваются. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ча, щебетик. Тухтады. У барда. Багарыктан калыбыга. А мораль этой истории такова: за каждой рассказанной историей рождается новая.